Мы возвращаемся к главной теме дня. Напомню, сегодня произошел взрыв в супермаркете «Магнит» на улице Гакаева. Здание полностью разрушено, жертв, к счастью, нет. Хронику событий восстановит мой коллега Артур Галазов. Я вот так открыла окно и выглянула. Вот это столб пыли очень высоко поднялся. Взрыв был настолько мощный, что его ощутили в разных районах города, не только на Гакаева, далеко от эпицентра. Окна квартиры Нины Циклаури выходят прямо на торговый центр. Рассказывает, сразу после громкого хлопка дом затрясло. Вы знаете, сначала был хлопок, как бы вот что-то, но я не поняла, что это. Я вышла к это и увидела огромный столб пыли поднялся, а потом смотрю все это. И там еще в этот момент машина ехала. Вот она там стоит, черная. Что там с ней случилось, он дальше не поехал. И все, вот эта масса такая, пыли. Все люди, кто бежал, кто смотрел. В результате этого взрыва торговый центр был полностью разрушен. К месту оперативно выехали силы МЧС и других экстренных служб. Все произошло примерно в 7 утра. Здание фактически сравнялось с землей. Взрывом разбудило даже жителей соседних районов. Сразу по приезду МЧС квартал оцепили. По предположению специалистов, разбор завалов займет несколько дней. В первые часы происшествия на месте развернули оперативный штаб. По словам начальника главного управления МЧС по республике, говорить о причинах взрыва пока рано. Сейчас еще дополнительно на подходе группировка аэромобильная в количестве 100 человек. Работы проводятся согласно плану. Версии какие-то выдвигаются? Версии, возможно, газ. Сейчас пока что-то говорить о версиях сложно, но пока предварительно такая информация имеется. В результате взрыва никто не погиб и не пострадал. Это, можно сказать, счастливое стечение обстоятельств. Во время взрыва в здании находился один человек – мастер-ювелир Зураб Засеев, который с ночи работал в своей мастерской на 3-м этаже. Как он сам рассказал, ему удалось самостоятельно выбраться из-под обломков и, можно сказать, родился в рубашке. Остался цел и невредим. Его осмотрели врачи скорой. Я наверху работал, и уже под утро я уснул, и потом уже взрыв. Вот как-то я вылез оттуда. Взрыв я сильно не ощутил так. Уже на меня сверху уже потолок, когда упал, я стал уже выбираться оттуда. И в какую сторону выбрались? Ну, я просто свет увидел, и вот в ту сторону я вылез. На место происшествия оперативно прибыли представители руководства республики. Все службы, которые вызваны в этой ситуации, принимать активное действие в работе, они выехали на место. Как вы видите, работает МЧС, находятся здесь также правоохранительные службы. По предварительной информации, это газ, ведется работа по выяснению ситуации. Разговариваем, работаем с арендаторами этого помещения, этого здания. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Группировка усилена до 200 человек и до 39 единиц техники. В настоящее время информации о пострадавших не поступало. В трехэтажном торговом центре были офисы и разные торговые точки, а также магазины «Магнит» и «Магнит Косметик». Представители известной торговой сети уже дали свои комментарии. Сегодня во Владикавказе в результате взрыва был полностью разрушен торговый центр, в котором находились, наряду с офисами и другими торговыми точками, магазины «Магнит» и «Магнит Косметик». На момент взрыва покупателей в здании торгового центра не было. Сотрудники «Магнита» не пострадали. В трехэтажном здании с цоколем компания арендовала помещение для «Магнит Косметик», а магазин «Магнит» был в собственности ритейлера. Компания не имела доступа в иные помещения торгового центра, в том числе в цокольном этаже, где предположительно велись строительные работы. Компания сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения полной картины произошедшего. Сейчас на месте взрыва продолжается разбор завалов. После представители следственных органов и МЧС будут производить действия по выяснению реальных причин взрыва. Прокуратура республики организовала проверку. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по предварительным данным произошел взрыв воздушно-газовой смеси. Артур Галазов, Александр Галкин. Вести Алания. Подробности происшествия мы обсудим с гостями в студии. Это заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Северной Осетии Павел Джанаев и заместитель председателя Северостинского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Тамара Хитагурова. Павел Казбекович, Тамара Георгиевна, добрый вечер. Добрый вечер. Павел Казбекович, какие новости на этот час, последние, касаемо происшествия? Ну, на данный момент продолжается проведение аварийно-восстановительных работ, то есть это разбор завалов, чтобы уже окончательно убедиться, что никого под этими завалами никто не находится, никто не попал больше при взрыве. Хотя очевидцы утверждают, что в здании находился только лишь вышеупомянутый ювелир, но все равно мы должны убедиться на 100%, что больше никто не находится под завалами. Работы будут проводиться до наступления темного времени суток и будут продолжены завтра. Ориентировочно мы планируем разбор завалов, конструкций завершить где-то к 16:00 завтрашнего дня. Попутно, значит, с разбором завалов работают наши дознаватели, специалисты лаборатории, взрывотехники. То есть они попутно производят осмотр места происшествия и Ну вот предварительно в сюжете звучала версия, что это может быть газ. Ну, дальше уже, конечно, покажет следствие, расследование. Но вот этот взрыв, то, что произошло, вот этот урон, то, что как здание обрушилось, это вы как прокомментируете? Это похоже на взрыв газа или это что-то? Ну да, учитывая... Вот если картину посмотреть... Учитывая, конечно, то, что мы в первую очередь анализируем, какие факторы могли послужить возникновению, значит, среды, в которой произошел взрыв, какие могли быть источники, то есть воспламенение. Ну, естественно, первая версия – это утечка газа, потому что по предварительным данным, там была своя автономная котельная, вот, и поэтому возможно, что действительно это была утечка газа, хотя нами будут рассматриваться и иные версии. Мы возбудили уголовное дело уже сегодня по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это повреждение либо уничтожение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем, либо иными источниками повышенной опасности. В данном случае воспламенения не было, имел место только взрыв. Но мы рассматриваем это как источник повышенной опасности. Это то же самое, то, что здание было газифицировано. Тем более, что тоже по информации, там находилось еще и предприятие общепита, пиццерия на втором этаже. И возможно, что они использовали тоже газовые печи. То есть эту версию мы будем отрабатывать, рассматривать. И... А как часто в этом здании вообще проводились проверки и заглядывал МЧС вместе с газовиками? Все ли там в порядке? Есть какая-то информация? Информация есть на данный момент. Мы оперативно запросили информацию с регистрационной, с Росреестра. Большое им спасибо, что они оперативно очень, буквально в течение нескольких часов нам официально предоставили информацию. Значит, данный объект значится в реестре как объект незавершенного строительства. Как так получилось, что если не завершено строительство, он в полную меру эксплуатируется, туда ходят люди, этот объект находится вблизи жилых домов? То есть это просто вот по счастливой случайности так
всем повезло, что там не было людей, и это было в раннем Ну, действительно, да, это нужно разбираться, почему он эксплуатировался. А почему МЧС не закрыла его тогда, если оно не... Ну, у МЧС нету оснований и полномочий для проведения надзорных мероприятий до момента ввода объекта в эксплуатацию. И то с момента ввода объекта в эксплуатацию должно пройти 3 года, прежде чем мы можем вообще планировать проведение на нем проверки. То есть, ну, таково законодательство на данный момент. Тамара Георгиевна, а вы проводили там какой-то осмотр вашей организации? Нашей организации акт периодичной проверки при вводе в эксплуатацию не был выдан данному объекту, так как заявки от застройщиков или от руководителей не поступало. Поэтому с этим объектом мы не знакомы. Да, а вы самостоятельно никак не можете туда попасть? Нет, конечно, мы только работаем по заявкам, по просьбам, и, соответственно, проводится проверка вентиляционных дымовых каналов. То есть, получается, кто виноват? Ну, Если МЧС не уполномоченный там проверять? В первую очередь собственники данного здания, данного объекта, они не имели права его эксплуатировать, значит, и поэтому как бы основная вина лежит на них. И ну, еще закончу свою мысль предыдущую, что да, мы рассматриваем версию, естественно, в первую очередь утечки газа, но нами назначено в рамках возбужденного уголовного дела проведение взрывотехнической экспертизы с привлечением взрывотехников Министерства внутренних дел, поэтому мы будем все версии отрабатывать. И просто действительно очень как-то так сложился это здание, как карточный домик, действительно. Да. И здесь это указывает на то, что имеются очень серьезные недочеты, недостатки, нарушения при строительстве данного объекта. То есть проектная в данном случае то, что плохо его так построили, это вот сыграло на руку, и ювелир остался жив. Если бы все было, наверное, по правилам, то тут уже можно, конечно, другие версии выдвигать. Ну, это, наверное, строительная экспертиза более точные ответы даст на эти вопросы. Просто, может, повезло, может, наоборот. Но единственное, что как бы в этом моменте надо констатировать, что посчастливилось, что это произошло именно в то время, когда не было посетителей. Иначе очень печальные могли быть последствия. А вот какие-то дополнительные, может быть, рейды, проверки теперь будут организованные МЧС в связи вот с этим происшествием? Может быть, другие супермаркеты, торговые центры, школы и другие места вот, скопления людей? Данная работа уже сегодня была начата по инициативе прокуратуры, в частности, Северо-Западного района, Северо-Западной прокуратуры. Уже проводятся, сегодня начались проверки совместные, то есть ряд объектов был уже сегодня обследован, и данная работа... И в каком они состоянии? Там все соответствует? Ну, выводы пока еще делать рано, но нет, нарушения, естественно, есть, просто мы пока должны информацию проанализировать, обобщить, и уже тогда предоставим в органы прокуратуры и будем рассматривать вопрос о проведении экспертизы. И при наличии нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, естественно, органы прокуратуры намерены подавать иски в суд о приостановке деятельности. Ну вот с 1 января этого года вступили в силу новые правила противопожарной безопасности. Насколько осведомлены физические и юридические лица об этих изменениях? Да, действительно, с 1 января 2021 года вступили в действие новые правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства 1439.
Там есть некоторые изменения, довольно-таки значимые, в частности, в том числе и касаемо эксплуатации газового оборудования. То есть запрещается эксплуатировать оборудование неисправное, исправность которого не подтверждена соответствующими испытаниями, которые проводятся те же самые газовые службы, другие лицензированные организации. Эксплуатация данного оборудования запрещена. Помимо этого запрещено использование приборов, газовые приборы оставлять без присмотра, значит, используемыми, за исключением тех, использование которых как бы предусматривает отсутствие людей, то есть, ну, например, автономные котлы газовые и подобное оборудование. Тамара Георгиевна, расскажите вот о том, как вот Всероссийское добровольное пожарное общество нашей республики взаимодействует с МЧС, вот в частности, чтобы не допустить каких-то, может быть, трагических случаев, связанных с вентиляционной системой. Газ — это очень опасно. Согласно плану основных мероприятий, у нас есть совместные мероприятия, рейды по жилому сектору, по частному сектору, по многоквартирным домам. Соответственно, вместе с сотрудниками МЧС мы проводим рейды и смотрим, в каком состоянии находятся вентканалы, дымоходы в жилом секторе. Ну и что вы можете сказать, в каком состоянии находится Вы по знаете, республике? По республике я скажу, что дымоходы и вентканалы находятся в плачевном состоянии. Во-первых, то, что многие забиты, даже забиты бытовым мусором. Приходится ребятам, сотрудникам прочищать эти дымоходы и вентканалы, чтобы вытащить этот бытовой мусор, чтобы пошла тяга. И, соответственно, в этом году как бы начался год у нас не очень хорошо. То есть что вот были забитые смерти. дымоходы это приводит к трагическим таким случаям. Вот, пожалуйста, какие-то цифры, если можете озвучить. С начала года 3 человека погибли от угарного газа, и около 7 семей получили отравление, находились в медучреждениях. Ну вот то, что вентканалы и дымоходы находятся в таком плачевном состоянии, это кто должен как-то их приводить в должный вид? Кто за это отвечает? Ну, вообще отвечает, естественно, собственник. Просто, вот, к сожалению, в позапрошлом году данный вид деятельности, как обслуживание вентканалов, дымоходов, он был лицензируемый вид деятельности. Но, к сожалению, теперь обязательное лицензирование при проведении этих работ, оно отменено, и теперь любой, даже не имеющий лицензии, может проводить данный вид работ. И вот это, вот, к сожалению, создает определенную почву для злоупотреблений, то есть и, естественно, собственник вместо того, чтобы пригласить лицензированную организацию, думает, я сам сделаю это. Это при том, что данные работы входят в обязательный перечень при обслуживании многоквартирных жилых домов, то есть фактически в коммунальные платежи данный вид услуг, проведение данных работ, они тоже входят и присутствуют. И еще такой фактор, негативно как было отмечено, что бытовым мусором забиты. При проведении ремонтных работ, каких-то перепланировок и строительных работ, вот в основном тогда бывает, что и перекрывают дымоходы, забивают. А насколько у нас вообще качественно проходит застройка? Вот, в городе появляются новостройки, как там вот проходит вот эта вент-система, Тамара Георгиевна? При приеме дымовых каналов, вентиляционных дымовых каналов в эксплуатацию, при газификации здания, к нам приходит компания застройщика и, соответственно, просит, чтобы мы проводили
обследования. Но вы можете этих. сказать, что это качественная застройка бывает? Вы знаете, не скажу, что у всех многоквартирных новых новостройках качественно сделаны. Ну, то есть, если дымоходы, изначально дом вентканалы. строится некачественно, какие-то моменты не учитываются, потом, которые могут привести к каким-то Конечно, фатальным это вещам, повлечет. как лежит ответственность на собственнике, если дом построен плохо? Ну, для этого же и существует система Или людям нужно как-то самим дома проверять тягу? Если это возможно, то какими способами? Безопасными? Или лучше вызывать Лучше, конечно, кого-то? вызвать специалиста для проверки тяги. Но самый простой способ — это поднести салфеточку к вентиляции, к вытяжке и посмотреть, насколько она, если, соответственно, салфетка будет держаться, то вентканал прочищен, ну, и, либо пламя. да, и он может как бы функционировать без вреда для здоровья жителя. Но еще как бы я хотела уточнить то, что многие жители, многие собственники подключают самовольно газовое оборудование. И даже вот гофра, когда она неправильно вставлена в вентканал, она может повлечь за собой отравление угарным газом. А какие-то просветительские, может быть, программы у вас есть, чтобы донести до людей, что это не шутки и что это очень может привести к плачевным последствиям? При проверке дымоходов вентканалов нашей организации мы проводим инструктажи. Мы также раздаем раздаточный материал, в котором указывается, как себя вести, как себя обезопасить. И вот из всего этого как бы человек, житель, собственник, он должен сделать вывод. А какую роль, вот я бы вас обоих хотела спросить, играют добровольцы? Есть ли какая-то поддержка от людей, которые вот добровольно вызываются помочь МЧС, возможно, вашей организации? Добровольцы, сейчас у нас везде размещены баннеры, также идут призывы в добровольцы. Доброволец, конечно, он проходит, соответственно, профессиональное обучение дополнительное, ну не то чтобы профессионально, он проходит обучение. И, соответственно, в связи с этим обучением он уже грамотней. Ну, повышается. Да, повышает свою грамотность, и, конечно, он уже может помочь. И некоторые территории у нас не прикрыты, да, Павел? Да? Ну, да. Сколько И не в прикрытых? помощь- Очень коротко, пожалуйста. Вот сколько вот у нас таких уязвимых зон касаемо вентпроходов? Вот. Ну, это в первую очередь, естественно, удаленные районы, сельская местность, горные районы. То есть, естественно. А когда дойдут до них необходимые службы, чтобы изменить ситуацию? Ну, это трудно сказать, но работа постоянно ведется, она не приостанавливается, но, к сожалению, не всегда хватает все-таки кадровых ресурсов, людских, чтобы охватить все, поэтому она планомерно ведется, и мы в данной работе пытаемся активно привлекать администрации местного самоуправления, чтобы они не оставались в стороне, все-таки они в более тесном контакте с населением, и поэтому как-то стараемся их к этому активно привлекать, чтобы оказывали помощь. Понятно. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию, ответили на вопросы. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и до встречи в эфире.